Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Руководитель Республики Айсен Николаев по итогам визита в Ленский район сообщил, что будет ставить вопрос о внеочередном финансировании 4 аэропортов в Якутии на встрече с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Аэропорты республики, кроме аэропорта в Якутске, находятся в собственности федерального казенного учреждения «Аэропорты Севера». 10 из них уже имеют проектно-сметную документацию, некоторые уже прошли госэкспертизу и вошли в программы финансирования. Но у Ленского аэропорта даже нет проектно-сметной документации. На следующей неделе на встрече с министром транспорта Евгением Дитрихом я буду ставить вопрос о внеочередном финансировании аэропортов в Нерингре, Мирном, Удачном и Ленске, сказал Николаев. Он отметил, что аэропорт Ленска является стратегически важным объектом не только потому, что в районе развита промышленность, но и потому, что по республиканским меркам Ленский район является крупнонаселенным. Якутскэнерго, структурное предприятие «Теплоэнергосервис», в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду приступило к завозу угля и нефти в отдаленные населенные пункты Якутии водным путем. В связи с ограниченным периодом прохождения судов в верховье реки Алдан первоочередные поставки выполняются в отдаленные населенные пункты Алданского и Усьмайского районов. Так, к 3 июля в эти пункты уже завезли 7 тысяч тонн топлива, что составляет 11% от планового объема, сообщили в пресс-службе компании. В сжатые сроки навигации акционерное общество «Теплоэнергосервис» предстоит завезти 74 100 тонн каменного угля и 4500 тонн нефти. В банке Татта назначена временная администрация. Всего в ее составе 56 человек. Среди них ведущие банковские эксперты, экономисты и юристы. Как сообщалось ранее, руководитель Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству республики обеспечить защиту интересов вкладчиков банка Татта в соответствии с действующим законодательством. Ранее приказом Банка России от 5 июля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка Татта. Позднее возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Банка России пояснили, что проблема в деятельности банка Татта возникла вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. На реконструкцию аварийного здания Кангаласской среднеобразовательной школы необходимо дополнительное средство. А в связи с этим нужно рассмотреть возможность внесения изменений в городской бюджет. Об этом сказал председатель Якутской городской думы Александр Савинов после того, как осмотрел здание школы вместе с комиссией. Напомним, что в связи с угрозой обрушения аварийного здания школы в 2017 году суд удовлетворил иск прокуратуры города Якутска и принял решение о закрытии общеобразовательного учебного заведения. В прошлом году в школе были заменены канализационные и водопроводные трубы. На сегодняшний день идут укрепительные работы фундамента. На реконструкцию здания необходимо порядка 7 миллионов рублей. Полагаю, что к осени все ремонтные работы будут окончены, сказал Александр Савинов. Малое и среднее предпринимательство является важным сегментом экономики республики. Об этом заявил руководитель Якутии Айсен Николаев в ходе встречи с предпринимательским активом города Якутска. Темой диалога стали проблемы ведения бизнеса, в том числе проблема борьбы с нелегальными предпринимателями. Айсен Николаев отметил, что диалог с предпринимательской общественностью будет постоянным, так как руководству региона важно всегда держать руку на пульсе, чтобы напрямую узнавать, какие проблемы беспокоят предпринимателей. Также Николаев выразил готовность оказать свою поддержку в решении стратегически важных задач. Рост пенсий не будет останавливаться и после 2024 года, но его объем пока неизвестен, заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Пока мы считаем все, что до 2024 года. Хотя расчеты, безусловно, есть. И на перспективу мы смотрим. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи. Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсии. Рост не может остановиться, заявил министр. Средняя пенсия неработающих пенсионеров в Российской Федерации вырастет на 35% в 2024 году по сравнению с уровнем 2018 года и составит порядка 20 тысяч рублей, заявил ранее первый вице-премьер-министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на 1000 рублей. Действующие западные санкции так или иначе повлияли примерно на 1/5 часть российской экономики. При этом они слабо воздействовали на финансовое состояние российских компаний и банков. В среднесрочной перспективе санкции не являются сдерживающим фактором для роста экономики. Главные ограничители для роста ВВП – это внутренние причины. Такие выводы содержатся в исследовании Российского аналитического кредитного рейтингового агентства. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.